Сцена Дома культуры в селе Коровьи Ручьи не пустует никогда. Репетиции, концерты, премьеры спектаклей. Сельские коллективы ютятся в деревянном здании 60-х годов постройки. Все удобства на улице, да и самим помещениям, переживают артисты, не поможет даже капитальный ремонт. Если детвора пришла, выйти, например, с этого выхода на сцену, и вот глядя на такой пол, у нас дети могут и запнуться, и все, в общем-то, хотелось бы, чтобы в нашем поселении был хороший, современный культурный центр. Есть еще один минус. Находится Дом культуры в деревне Карпушовка. География не самая удачная, говорят сельчане. У нас есть население больше 1000 людей, но охватить мы их всех не можем, поскольку вот эта вот расположенность. 6 деревень, они друг с другом, и везде же народ, везде же свой менталитет, свои люди, и хочется их всех вот вроде пригласить. Кто-то не может по здоровью, кто-то по отдаленности, кто-то вот по времени детей не отпускать, потому что темно, где-то занесено дорога. Ну вот все вот эти нюансы, которые сказаны негативно на нашей работе. Впрочем, нового Дома культуры здесь ждут не сложа руки, как могут обновляют мебель и аппаратуру, чтобы потом было что перевести в уже современный социокультурный центр. Так, недавно на средства гранта закупили новые кресла. Раньше приходилось сидеть вот на таких стульях, а ведь в год здесь проводят больше 200 мероприятий, и нагрузка на мебель с многолетней историей очень большая. Кроме этого, здесь еще пол покатый. Вот он сделан под фильм, просмотр фильма. И вот эти вот сиденья, они настолько усугубляли положение, что маленькие не видят, взрослые наоборот ищут. А вот сейчас я думаю, что просто красота. Проект социокультурного центра в селе Коровьи Ручьи оценили в региональном Минкульте. Профильное ведомство готово помочь не на словах, а на деле и включить этот объект в республиканскую инвестиционную программу уже на 2018 год. А вот вопрос со строительством нового Дома культуры в селе Замежное открыт. Здесь местным властям пока приходится рассчитывать только на помощь спонсоров. Константин Куратов, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.